Тот день, когда был убит Ахмед Кадыров, и тема будет такая: предатель он или враг. Вот. И какова разница между этим? Я хочу об этом поговорить. Кадыров родился на свет мунафиком. Таким его сделал Аллах. И сегодня роль он определил сам себе. И он будет проклят. 9 мая 2004 года, во сколько это было, половина 11-го, на стадионе «Динамо» был убит марионетка Кремля Ахмад Кадыров. Вот. И я хочу так коротко, может быть, подробно рассказать, что произошло-то на самом деле. Был убит, как я говорил, марионетка Кремля, и после этого было расследование, как бы, ну, можно сказать, такая показуха была со стороны России. И было 4 версии произошедшего. Первая версия была дестабилизировать обстановку в самой республике якобы. И вторая версия – это обезглавить Чеченскую республику, то есть это версия России. Было всего 4 версии. И почему-то Россия промолчала про 2 остальные. Почему именно был убит марионетка Ахмад Кадыров? Вот. Потом, как мы знаем, вину за это повесили на каких-то вообще посторонних людей, которые никак не были причастны к этому. Кто кого-то посадили, кто кого-то наказали, потом это убийство повесили на Ямадаевых, потом Ямадаевых убирали, расстреливали сами же. Ну и я хочу сказать, что в тот день и вообще планирование этой операции чеченское сопротивление абсолютно не было в курсе. И это не было запланировано чеченским сопротивлением. К примеру, я даже могу сказать, где находился тогда Шамиль Басаев. Он в то время не был в Чеченской республике Ичкерия и не был даже в курсе того, что убьют Кадырова. Хотя потом, это буквально недавно даже говорили, что это убийство организовывал Шамиль Басаев. Потом также говорили, что в этом замешан также Аслан Масхадов, наш президент. И также скажу, где находился Аслан Масхадов, наш президент. Он вышел из окружения и был на окраине одного села на территории Чеченской республики Ичкерия. И первую новость об убийстве, устранении Ахмада Кадырова он узнал через радиостанцию. Там передали, что убили Кадырова, прямо так передали, потому что все люди были рады. А врагов у него было достаточно. В самой республике, среди чеченцев, а также за пределами Чеченской республики Ичкерия и в России. Вот. И то, что произошло, это коротко так, что бы там ни говорили сейчас,
на кого бы это ни вешали, для многих чеченцев это была радостная весть, скажу так, потому что этот человек, Ахмад Кадыров, был причастен к многим убийствам, был причастен к тому, что он знал, что начнется война, он был в курсе этого, и потому что его же структура, в которой он работал, ФСБ, и запланировала эту войну. Запланировала. Кто он? Предатель? Или же вообще кто он? Ахмад Кадыров. Кем он был? Нет, он не предатель. Хотя многие говорят, многие называются, ошибаются. Может, я когда-то мог сказать такое, но покопавшись в самой истории, в биографии, в документах, я могу твердо сказать, что этот человек, Ахмад Кадыров, был врагом. Он никого не предавал, он честно служил России и тем структурам, в которых он работал. Он работал честно и отработал свои погоны, свои крестики, нолики и так далее, ордена. И действительно является героем России. Он честно служил России, честно служил Путину, ФСБ и так далее. И скажу, вот почему у меня такое мнение сейчас. Потому что, я даже скажу, когда это было, 10 октября 1999 года президент Чеченской Республики Ичкерия отстраняет Кадырова от должности верховного муфтия и объявил его врагом чеченского народа, а также объявил о наказании этого врага. Вот. То есть у нас есть такой приказ главнокомандующего, лидера нашей республики, где он четко и правильно, корректно называет этого человека своим именем, то есть врагом. Для нас он враг. Сегодня Кремль считает, что для них самая удобная фигура – это Кадыров. А я бы сказал наоборот. Это самая удобная фигура для движения сопротивления. Ни ребенок, ни женщина, от малого до великого. Его ненавидят даже те, которые вчера были против Дудаева-Масхадова. Поэтому объединить всех против этого человека Масхадову будет легче. Я помню 98 год, месяц сейчас я не могу точно сказать, но помню, как его вызвали в парламент и буквально заставили так сказать правду. И он тогда высказался, Ахмад Кадыров сказал, что да, действительно, он там подписал какие-то контракты, документы, когда он шел учиться в исламский университет в Бухаре. Вот. На самом деле, как я говорю, он служил, работал честно этим структурам и вообще России. И сегодня там называют, якобы он спаситель народа, кто-то еще там что-то говорит, чуть ли не святого делают сегодня. Как может быть человек спасителем, если у такого человека были свои камеры, пыточные камеры, и в этих камерах, и даже в его
дворе избивали чеченцев перед своей же семьей, жестоко убивали, пытали. И все, как я раньше говорил, и все зачистки, которые проводились от Хоси-Юрта до Грозного и Гудермеса, проводились по его указаниям. Я приводил такие факты, выкладывал здесь на канале такие факты, где это говорят сами люди. Простые люди, которых мучили, над которыми издевались и убивали во время этих зачисток. Я хочу обратиться к Кадырову, именно к Кадырову, на кого он оставил этих маленьких детей. Как же ему не стыдно садиться перед телевизором, говорит, что в Цацанюрте находится банд формирований. Давай уничтожим Цацанюрт. Я своими ушами слышала. Какого бандита они уничтожили? Отца этих маленьких детей. Он будет им давать пособие, пенсию? Не будет он ничего давать. Пускай Кадыров знает, что в Цацанюрте не находится ни один боевик, ни один террорист, что находятся здесь мирные люди. Пускай эти русские бандиты не грабят нас, не уничтожают нас. Пускай Кадыров знает, что в Цацанюрте только мирный народ находится. Кадыров сам бандит. По требованию Кадырова, по его просьбе в Цацанюрте уже несколько раз проводятся так называемые зачистки, не зачистки, а обчистки. Грабят мирных людей, убивают мирных людей, ни в чем не повинных. ناقصة بن كثيره شو بحكن دي سعدات خان بيسن يبقى تانش بسيطة كوان كده كلمات بس يتفسرها يلغي نعرق جهوتين كثيره أخويا ضاحون يخاف بيحكي دسون هو بيحكي نحوحون فعدت ما يهدي رجع وابس ضيق باغل احمد علي ليش نسيب باغل ويشتعب خرجوه ويماش حاجة مريج داخل دوال رجع وهبش بس تريليس بس بلديش بس أبايش بس مين ينخبو فنعمل تشندو فضاي أضاي فرغت بالتاسو بخاوة غاوي راسيتو فماش دتا ونالو مفاتينك فاكساسا ديتاش يا بنت عمل وقوان شقستا كنتان زعزو عليها خطي السروان سادية درش بيت سواجري بيت سلور خوي بيت سيرت خوي بيت سمخ خوي بيت سكودن يا دايول خلاتة خماس خوي خمخ كماس خوي نخ شويتي هلكينا شدو ما قفت حوزة يا شو ما يحضرشن يحضرون كديرو يحضرون ميتك على الترديات خوشانا أحمد ورها صدع أحمد خجورها كوز خلوني عدين شوفها هايتنا هاي طار مشتاش هاي جير ويتدري ولا باغن سوا يحضرون أقا يحضرون هو لا أروح وصل أروح وانا صنحوت عشان بس كنت سقيت يا التلفزيون كنت صدوق غيت يا دنيا راح ونخشوا Так что никаким спасителем такой человек не может стать и быть. И история все равно даст всему этому оценку и таким личностям, которые работали на врага, на оккупантов, приводили этих российских оккупантов на базы чеченских бойцов, наших воинов, которые стояли перед российскими оккупантами, а также которые также были в первых рядах и во время зачисток и других операций. Народ это помнит, народ это не забудет, и народ скажет свое слово. Для чеченцев всегда были героями те, которые воевали против оккупантов. Их много, их у нас достаточно.
Аллах азат обладался масира. Но еще раз, нам не нужно называть его национал-предателем. Именно вот надо убрать вот это слово, к которому мы часто прибегаем, говорим, это был враг. Враг чеченского народа, враг ислама, вот. И верный соратник, друг, брат этих российских оккупантов, вот этих врагов. Сегодняшняя марионетка пользуется убийством своего отца в своих целях, приводя какие-то факты и так далее, во всех направлениях, не называя истину, не говоря правду, потому что боится говорить эту правду. Я не понимаю такого человека, где человек не может, боится сказать правду, кто убил его отца. Никогда не пойму такого человека. Когда убили Кадырова, вы просто вспомните, кто был начальник охраны, кто должен был обеспечивать безопасность их человека, их начальника, шефа. То есть был его сын. И почему этот начальник, большой такой начальник, находился не рядом, такой в ответственный момент, имеется в виду вот это мероприятие, не обеспечивало безопасность, будучи начальником, а находился где-то в Москве. У меня есть подробности, я даже знаю, где находился, просто не буду сейчас это говорить. Никто этого расследования как бы и не хотел, потому что правду они побоялись бы сказать, потому что все знали, что Кадыров убит своими шефами, своими там начальниками, структурами вот, Путина. И только Путин мог бы отдать такой приказ. Значит, была такая причина. И вот среди нашего народа, а также других, есть такая мысль, версия, якобы там Кадыров сказал, что вся нефть должна принадлежать чеченцам. Это говорили все. И он этими словами Америку не открывал. Это не ново. Вот. Мол, якобы из-за этого он сказал, и это России не понравилось, и они убили. Нет, это чушь. Это неправда. Не поэтому убили Кадырова. Он говорил то, что ему было дозволено говорить. Он не переходил границы. И все, что он мог сказать, это было делалось для того, чтобы как-то заработать какую-то симпатию от чеченского народа. Вот, мол, Кадыров сказал это, вот он правильно это сказал. Он сказал то, что ему разрешали говорить. И, знаете, если человек предатель, он может потом стать и патриотом. Вот. А тут у Кадырова был свой выбор, он сделал свой выбор когда-то, и у него был один билет в один конец. И он ушел в этот конец. Кадыров, завершая эту тему, Кадыров не был предателем. Он был так же, как когда-то Мазлак Ушаев, этот же Кадыров был врагом чеченского народа, врагом религии нашей, врагом все, что произошло в нашей истории. Он честно прошел свой путь, отдал свою жизнь за Россию, называл Путина своим другом.
который убивал чеченцев и который когда-то говорил: если надо будет, с Аллахом буду воевать. Вот. Поэтому, исходя из этого, Кадыров не являлся предателем, а был врагом чеченского народа. И более того, как я говорил, ему оценку дал, справедливую оценку дал президент Чеченской республики Ичкерия Асан Масхадов 10 октября 1999 года. İsmet'te İlyebeş Sakbalı Şeyin Hatar Dırış Kıydıvar Duşa Şerif Sarı diyona Sabık olsa hakmış bir bu boş Üç liha beş Neh tepek Kıydıvar diyon Siki da Gulbeş İmettek diyon Şeydiyat diyon Sa'onul diyaş mettek loruysa Yuh diye ağır Nazirtovski rayon Kurçalovski rayon Gudrimyevski rayon Sigah hüt Dovsurt Vayın Guşdu Sigahtiyaçına yok yamırtlo, yok bok teşenbiyak, bu ugri ktirme teşenbiyak, bu şunu halga ver, vay muftiu. Он отстранил его от должности верховного муфтия и объявил его врагом чеченского народа.